Добрый вечер. Вы смотрите телеканал АТР, в эфире «Прайм Мацарский», который веду я, Юрий Мацарский. Сегодня у меня в гостях мой коллега, журналист Сергей Бережной. И с помощью Сергея попытаемся разобраться с тем, что происходит у наших ближайших соседей. Сергей, приветствую, спасибо большое, что пришел. Добрый вечер. Смотри, у нас, мне кажется, Лукашенко Александр Григорьевич является вот таким главным ньюсмейкером в течение длительного периода времени. Если мы посмотрим, что он вытворял за последние хотя бы несколько дней, можем наткнуться на такую интересную вещь, как согласование сразу 28 союзных программ, которые вот Лукашенко совершил вместе со своим подельником Владимиром Путиным. При этом Владимир Путин согласовывал все эти программы с Лукашенко из оккупированного Крыма. То есть он его сам туда не позвал, Лукашенко, но технически Путин находился именно в оккупированном Крыму и оттуда с помощью телесвязи что-то там согласовывал с Лукашенко. Вот это вот показательное присутствие именно в Крыму, оно же не случайно или случайно? Совершенно не случайно. Путин, насколько я понимаю, приехал на праздник, на это 4 ноября, День национального единства, кажется, да? День народного единства называется. Народного единства в Севастополь, для того, чтобы в очередной раз подчеркнуть, что оккупация – это вот его достижение, и он этим гордится, и он это подчеркивает своим присутствием. А то, что он участвовал виртуально в подписании этих соглашений 28 по 28 позициям, это нормальная тоже для него практика. Он виртуально участвовал в других каких-то встречах. Другое дело, что, конечно, Александра Григорьевича он поставил в непривычное для того положение, но Александра Григорьевича сейчас принято ставить в непривычное положение, этим занимаются все, потому что Александр Григорьевич тоже этим занимается. Ставить себя в непривычное, неудобное положение, которое его злит, но ничего другого он сейчас сделать не может. Но мне кажется, он сейчас сам, вот в ходе этих самых переговоров с Путиным, сам подставился, сам, что называется, дал повод себя обвинять в том, что он, скажем так, снова оказался не очень честным человеком. Он же пожаловался Путину на то, что тот его не пригласил в Крым. И а если бы он поехал в Крым, как бы это было расценено? То есть с точки зрения официального Минска, так или иначе, Крым находится под оккупацией. Нет, то есть в число тех государств-изгоев, которые признали бы эту оккупацию законной, Беларусь не входит. Пока. А что-то может поменяться? Да, я думаю, что поменяется и довольно скоро, потому что вот такие намеки тоже не делаются из ниоткуда. Это результат того, что Путин на Лукашенко, Кремль скорее, не Путин, Путин тоже, Кремль на Лукашенко давит с тем, чтобы добиться от него очередных каких-то подвижек, уступок, большего слияния. А Лукашенко, он, с одной стороны, не может не поддаться на такое давление, потому что деваться ему некуда. Он экономически зависим от Кремля очень серьезно, и стоит Кремлю чуть-чуть эти вожжи поднатянуть, как Александр Григорьевич вынужден танцевать в том ключе, в котором заказано. Но тем не менее, Александра Григорьевича оплачивает, тот его и танцует. Но ведь они же не год и даже не два уже натягивали эти вожжи и устами самых разных пропагандистов, самых разных политиков, так называемых, потому что, как можем называть людей в России политиками, не беря это понятие в кавычки, они заявляли о том, что вот какой-то гадкий и нехороший, деньги от нас получаешь, а Крым не признан. И вот вроде бы как они сейчас-то как раз похоже, уже как-то даже махнули рукой и согласились на то, что ладно, давай, то, что мы оккупировали, это мы оккупировали, а ты, не хочешь признавать законность наших подлых действий, не признавай, давай где-нибудь в других пунктах договариваться. Пока такая возможность есть, такая игра и будет продолжаться, потому что Александру Григорьевичу нет резона окончательно сдаваться, то есть окончательно все подписывать, окончательно становиться полностью податливым, потому что в этот момент он становится не нужен Путину, он становится легко заменяем на любого другого человека, поэтому Александр Григорьевич сейчас играет роль такой подсосной станции Кремля. Он, с одной стороны, денежку сосет,
а с другой стороны изображает покладистость или не покладистость в зависимости от того, что ему сейчас кажется более выгодным. Это скорее даже не вопрос политики, а вопрос столкновения двух типов вот этих диктаторских. Путинский – это такой криминальный пахан, а Лукашенко – это такой Крепкий хозяйственник, как он себя не-не-не, изображает. скорее помещик. Вот у него есть крепостные, и он там у себя делает все, что хочет, но как только речь заходит о соседнем поместье и его делах, о грызне соседних поместий, о, допустим, там какой-то помещик, который начал уже совершенно себя в разгон пошел, то тут барин своего не упустит. Он начнет проявлять норов, он начнет его показывать, он начнет говорить, что вот, а мои крепостные под тебя не лягут, под твоих крепостных и так далее. Вот этот типаж, он как раз и играет. Это скорее такой художественный образ, но он достаточно яркий. Его можно использовать для того, чтобы спрогнозировать, как Лукашенко дальше себя будет вести. Причем Собакевич сразу на ум приходит. Нет, как... Собакевич это такой, совсем другой. Интересно, здесь, вот что... Здесь гораздо более мелкий. Кстати, сейчас эпоха таких психологически мелких диктаторов. Путин это тоже не какой-то крупный бандит. Да, по психологии. Мы можем это скорее мелкий бандит, дорвавшийся до крупного поста. Вот как было у Киплинга, помнишь, страшнее всего раб, который стал царем. Вот это как раз тот самый случай. Я просто к тому, как Лукашенко вот между капельками бегает, не первый десяток лет даже он между капельками бегает. Вот мы начали с того, что они там согласовали с Путиным 28 программ союзного государства. Но я вот специально с нашими коллегами белорусскими связывался сегодня утром, уточнял, что же это за программы. И изначально их было 31, и они даже назывались как-то иначе. Это были там не программы, а что-то, какое-то другое было название. Это не суть важно. Но это название не очень нравилось Лукашенко, поэтому они стали называться союзные программы. Плюс ко всему, из вот этих вот 31 стало их 28. Почему? Потому что Лукашенко очень не нравились те из них, которые, например, предписывают скорое появление общей валюты и для России, и для Беларуси. И Лукашенко еще плюс ко всему не нравилось появление наднациональных парламентов, которым бы передавались полномочия, значительные полномочия от парламентов национальных, и наднациональное правительство. И вот поэтому вот эти вот, собственно говоря, пункты, которые Лукашенко не нравились, они в принципе не упомянуты уже сейчас. Так, если он даже по таким принципиальным вещам смог от Путина и от его комарилии отбрехаться, неужели он от чего-то другого не сможет отбрехаться и дальше точно так же годами водить в Кремль, кремлевскую всю эту вот банду за нос? Но это же временная ситуация. Рано или поздно его додавят. А то, что он сейчас на эти пункты не пошел. Я просто напомню, что когда был подписан союзный договор между Россией и Белоруссией, там все это было уже прописано. Это больше 25 лет назад, кажется. Уже было прописано, в том числе и парламент совместный, и правительство совместное, и даже объединение валютных систем. Все было там. Вопрос был только в том, как это реализовывать. И вот с тех пор Лукашенко по капельке выдает из себя согласие на очередные какие-то преобразования, которые все равно, так или иначе, неуклонно, шаг за шагом втаскивают Беларусь под Кремль. Все равно. Это происходит, вот посмотри динамику. Ничего другого не происходит. Есть временное торможение. Ему перекрывают после каких-то особо длительных временных торможений, перекрывают финансирование, перекрывают там льготы по углеводородам, почему-то еще, возобновляют проверки на границах. Ему становится некуда деваться, и он идет на следующее согласие. И это может продолжаться очень долго. Тоненькими ломтиками нарезает собственный суверенитет. Стратегия солями, помнишь? Да. Эти тоненькие ломтики потихонечку отдает Путину взамен на дешевую нефть, взамен на какой-то транзит. И ему же на самом деле важно не отстоять независимость, а держаться до того момента, когда ему будет уже все равно, когда он уже ляжет в деревянный макинтош. То есть у него представление о себе ровно как о властителе земли белорусской. И вот до тех пор... Помещик. Он владеет всем. Он владеет людьми. Он владеет экономикой. Он получает от этого всего доход. Он властвует над всем этим. Единственное, чего у него нет,
это право жить вечно, и как было при царе, у помещика, хотя была в собственности его земля, деревни крепостные, но он мог лишиться этого в любой момент просто решением императора или его двора. Кстати, Так и здесь. почему вот в этот любом- вот самый самозваный император Путин, почему он до сих пор вот на все эти поддавки ведется? Почему он Потому что его продолжает это идти? устраивает. Ну, грубо говоря, он бы мог поддержать какой-нибудь условный или безусловный протест в Беларуси, Не мог. сделать ставку на ту же Тихановскую или кого-нибудь еще, которые поначалу-то, собственно говоря, и смотрели на того же Путина, А вот как здесь на уже начинает играть арбитра. тот самый образ бандита. Пусть не очень крупного, но, во всяком случае, в авторитете. Он не может допустить, чтобы фраера взяли власть над соседней территорией. Те, которые подняли руку на тамошнего, по его пониманию, пахана. Этого нельзя допускать, потому что это нарушает такой интернационал бандитизма, авторитаризма, диктаторов, который сейчас фактически Путин создал. И как долго тогда он будет? Ну, то есть До где... упора. Ну, Его вполне устраивает эта ситуация. Он и так получил уже Беларусь. У него полный контроль над экономикой, у него полный контроль над политикой. То, что Лукашенко изображает самостоятельность, можно пожать плечами, ну изображай, вот сейчас мы тебя опять перекроем немножечко по нефти, и все. И ты опять Зачем ему- сделаешь то, что... Зачем ему Беларусь? Почему я спрашиваю? Крым, оккупация, захват, подлый, гадкий захват Крыма ему нужен был для того, чтобы вот самым тупым, самым ограниченным своим избирателям продемонстрировать: смотрите, я собиратель земель русских, вот смотрите, я взял и отобрал, голосуйте за меня, потому что остальные раздают, а я отбираю. Беларусь ему зачем, если он даже не может с ней проделать вот сейчас тот самый финт ушами, объяснить: я вот вернул. Зачем родную брать гавань. себе то, что и так уже фактически твое? Крым не был российским. Он и сейчас юридически не российский. Россия его называет своим, потому что ей так хочется. Беларусь входит в состав союзного государства с Россией. Это очень близко к тому, что называлось СССР. Не по территории, а по идее, что объединяются союзные республики. Здесь ровно та же самая терминология, ровно тот же самый подход. Зачем ему что-то менять, если это полностью соответствует его намерениям? Но ведь это вот союзное государство, оно же такое фантомное абсолютно. Оно вот где-то на бумагах существует, где-то... Точно так же, как и демократия в России фантомная, точно так же, как и выборы в России фантомные, его это вполне устраивает. Гибридная независимость Беларуси его вполне устраивает. Что будет дальше с Беларусью? Как там будут развиваться события, исходя из того, что вот мы понимаем, что эта кадриль будет вечной, исходя из того, что мы понимаем, что Лукашенко будет максимально растягивать в свою вот эту вот солями суверенитета, максимально тонкими кусочками ее нарезать, и Путин будет соглашаться лопать по этим самым максимально тонким кусочкам. Слом произошел, когда он посадил самолет с Протасевичем, тогда произошел слом. Когда начались серьезные санкции против Беларуси, европейские, когда Беларусь стала практически закрытым государством, когда у Лукашенко не осталось никакого другого варианта, кроме как ползти под Кремль. Что сейчас и происходит. После этого никаких серьезных подвижек при Лукашенко я не ожидаю, будет продолжаться та же самая политика. Так что игра будет продолжаться, пока Александр Григорьевич будет жив. Я просто вот смотрю, что там они согласовали, утвердили, и это, ну, я прошу прощения за терминологию, но это какой-то цирк, прям вот настоящий цирк, потому что они там согласовали? Они там, например, решили отправить одного белорусского космонавта на МКС. Лукашенко предложил создать, я так понимаю, что Путин согласился на это, общий какой-то медиахолдинг, то есть чтобы там, значит, Соловьев со Скобеевой кричали не только про Москву, но и про Минск тоже. Ну, то есть это настоящий цирк. Эти 28 программ, это просто декларация, очередная декларация, что мы типа намерены дальше жить вместе. Вот это те самые тонкие ломтики солями. По чуть-чуть, но здесь продается, а здесь покупается. Медиахолдинг – это формализация уже состоявшегося какого-то процесса, потому что в 2020 году
Если ты помнишь, в Минск был брошен целый десант из Москвы пропагандистов, которые, вот, собственно, взяли под свое крыло все государственное телевидение в Беларуси. И с тех пор ситуация не очень менялась. Оно так и держится. Лукашенко не очень нравится то, что из Москвы его телевизор, московский телевизор кремлевский, его периодически поливает. Вот как сейчас они начали говорить, что история с мигрантами, которых двинули на польскую границу, это вот личная инициатива Лукашенко, и Кремль тут ни при чем. Он вообще тут ни при чем. Он в это не играет. Вот это вот одна из тем, которые сейчас Москва двигает. То есть они немножечко, опять же, Лукашенко подпинывают. Ему это не нравится. Как это можно разрулить? Ну, видимо, через создание медиахолдинга, которым будут управлять одновременно Кремль и Минск. То есть тот медиахолдинг, который могут позвонить не только Да. из администрации президента Да. Путина, но и из Да. администрации президента Лукашенко. Сказать, Ну, так, и можешь сам себе представить, как этот медиахолдинг будет существовать между двумя стульями и как скоро он туда провалится. Ну, пока это действительно это чисто формальные какие-то галочки, которые они расставляют для того, чтобы показать, что прогресс идет. Но, тем не менее, прогресс-то идет. И солями режется. И, опять же, Беларусь немножечко продала суверенитет, Кремль немножечко купил. Так, интересный момент. вопрос, опять же, в том, насколько долго все это будет растянуто. Ну, я думаю, что по максимуму растянуто. Правда, это вот разговор у меня был еще до вот этих массовых протестов в Беларуси в августе, в сентябре прошлого года. Я разговаривал с одним нашим с тобой белорусским коллегой, журналистом, который ни в коем случае там не фанат и не сторонник был Александра Григорьевича Лукашенко, но который ему в заслугу ставил, например, то, что Лукашенко не отдает сразу всю эту солями независимости, всю сразу вот страну на откуп Путину, а умудряется где-то торговаться, где-то, может быть, даже что-то иногда отыгрывать назад. И вот именно это умение пообещать в обмен на какие-то плюшки, отдать свой суверенитет, но этот суверенитет все-таки по большей части оставить у себя, даже человек, не симпатизирующий Лукашенко, записывал Лукашенко в определенный плюс. Ну, пусть записывают. Это проблемы этих аналитиков на самом деле. Опять же, образ того же самого помещика. Вот представь себе, он провалил уже давным-давно всю свою экономику по поместью. Что он делает? Он поместье закладывает. Он получает под него кредит для того, чтобы как-то протянуть дальше. Потом перезакладывает, потом еще раз. Помнишь эти все истории из крепостных времен? Поместье заложено и перезаложено. Вот Беларусь, она заложена и перезаложена, она предана и перепродана. Уже столько раз, что уже, ну, я не знаю, какой позитив здесь можно находить. То, что окончательно не изъято это поместье Кремлем, но это чистая формальность. Оно может быть изъято в любой момент просто предъявлением векселя к уплате. Уплачивай, Александр Григорьевич, ты тут хозяин. Ты сам говоришь, что ты тут хозяин. Ты сам говоришь, что ты тут один за все отвечаешь. Вот И бумажка, плати. И он заплатит. И деваться ему некуда. И где здесь независимость? Где? Ну, раньше эта независимость, например, проявлялась в том, что в какой-то момент Лукашенко мог вильнуть и сказать, а я буду там дружить с Литвой, с Польшей, с Евросоюзом. Теперь, насколько понимаю, возможности вот так вот вильнуть Совершенно уже вообще не осталось. Все, эта возможность для маневра закрыта. Остался только Восток, осталась только Россия, остался Китай. Уже даже Украины нет, с которой очень долго заигрывалось ему. Сейчас уже не заиграется. И он это, кстати, подчеркнул, когда говорил, что вот Украина закрыла небо, мы не можем лететь в Крым через Украину. Поэтому вот такие намеки. Это вот той реплики, которую ты вначале вспоминал. Вот интересный тоже же момент. Политически очень, скажем так, прохладные отношения сейчас между Киевом и Минском. Насколько я понимаю, официально до сих пор не признан Лукашенко президентом Беларуси И не будет по признан, итогам я вот думаю. этих вот очень странных, мягко говоря, странных выборов в августе 2020 года. Но при этом Беларусь остается одним из главных поставщиков битума для программы большое строительство, которое вот организовано офисом президента Украины. Беларусь продолжает поставлять топливо в Украину больше, чем любая другая страна. Мне кажется, больше, чем все остальные страны вместе взяты.
такое количество газа и дистоплива идет из Беларуси, никто не может, наверное, соперничать сейчас. Вот, собственно говоря, заявление о том, что или там соглашение о поставках белорусской электроэнергии произошло вот через считанные часы после того, как Лукашенко пожаловался на то, что Путин не зовет его в Крым. Ну, то есть он фактически так продемонстрировал готовность приехать в оккупированный украинский Крым, и после этого Украина спокойно у него покупает еще и электроэнергию, и нет каких-то громких заявлений там со стороны МИДа, со стороны Офиса президента. Никто не говорит: слышь ты, как так? Что ты себе Есть позволяешь? заявление уже есть заявление. Уже есть? Ну, Я конечно. пропустил. Нет, есть. Официальное заявление по поводу вот того, что он сказал пару дней назад, 4 числа. Мне не процитировать, но у меня такое ощущение, что я уже видел эту новость. Окей. Могу ошибаться на самом деле, это надо проверить. Ну, хорошо, я сейчас... Но, по-моему, были. Даже если заявления, они и есть, ну, то есть... Вообще там- МИД сейчас неплохо отрабатывает все такие вызовы, по крайней мере, на формальном уровне. Это я просто такой пример. Может быть, он в итоге оказался не очень удачным, если такое все-таки заявление есть. Я к тому, что мы на политическом уровне, там просто вот кошмар и ужас, все друг от друга в разные стороны отвернулись. А экономика... А это другое. экономика все теснее, все плотнее, Это- все сильнее друг с другом. Это очень важный момент. Это очень важный момент, потому что мы сейчас настаиваем, Украина сейчас настаивает на том, что политика должна быть принципиальной. И мы все время Европу упрекаем в том, что она недостаточно принципиальна. Вот последний упрек там был то, что Германия заявила по поводу применения наших беспилотников на Донбассе. После чего сразу же нашлись свидетельства того, что российские беспилотники, которые там летают, они с немецкими двигателями. И мы требуем от Германии принципиальности. Но принципиальность – это очень хорошая политика, потому что ее будут помнить в будущем, когда тот принципиальный политик, который всего этого придерживается жестко, проиграет. Он проиграет неизбежно, потому что он не прагматик, а выигрывают прагматики. И выбор между принципиальностью и прагматикой – это выбор очень тяжелый, и он всегда в текущей ситуации решается в пользу прагматики. Человека начинают упрекать в том, что он отступил от принципов. Да, если Украина сейчас откажется от поставок электроэнергии, которые есть, от промышленных поставок, сотрудничества с Беларусью, остановится куча экономических направлений. Люди потеряют работу, рухнет экономика. Но это такие страшилки, знаешь, я сам не экономист, но в целом динамика примерно такая. И да, принципиальность будет соблюдена полностью, но мы потеряем кучу того, что сейчас уже есть. Это приведет к потрясениям, это приведет и к политическому кризису, это приведет к тому, что и не просто Зеленский рейтинг потеряет, а может сложиться действительно кризисная полностью ситуация. И никто этого не хочет из политикума. Хотя все продолжают говорить о принципиальности. И я не знаю, как я бы лично в такой ситуации поступил. У меня была бы та же самая дилемма. Оставаться принципиальным или сделать так, чтобы люди не помирали с голоду, не получая зарплаты в целых отраслях. Как выбирать? То есть мы по-прежнему очень сильно, так или иначе, Мы всегда завязаны, сцеплены с белорусской экономикой. Мы сцеплены с белорусской экономикой, мы сцеплены, напоминаю, с российской экономикой и с экономиками кучи других стран, которые нам политически неприятны. Мы бы с большим удовольствием были сцеплены только с Евросоюзом, только с теми странами, которые на нашей стране нам помогают, но, увы, этого сейчас нет. Это нужно организовывать. Этот процесс организации длится годами. И мы этот процесс упустили уже очень давно. Его надо было начинать хорошо в 2014 году. На самом деле его надо было начинать, как только начались газовые войны в нулевых годах, когда Россия начала давить. Вот в этот момент нужно было начинать отказываться от привязанности к транзиту российского газа. Вообще газа, который очень большую долю экономики. Ну, тогда это было понятно, что часть украинских элит получала прямую выгоду, собственно говоря, от... Я не думаю, что ситуация с тех пор принципиально изменилась в этом смысле.
То есть они продолжают получать, может быть, эти элиты сейчас не совсем у власти, какое-то влияние потеряли, но, тем не менее, поток-то продолжается коррупционный, и коррупция вроде бы не снижается, несмотря на бурную борьбу с ней. Вот да, тоже любопытная же история. Ведь если всем было все понятно уже в 2014 году и про транзит газовый, когда начался уже вот это вот абсолютно понятный крен Лукашенко в сторону Кремля, ведь по большому счету можно было хотя бы какие-то периферийные проекты отобрать у Путина и у Лукашенко и с кем-то с другим начать сотрудничать. До тех не пор, знаю. пока коррупция остается одним из столпов государства, я имею в виду в Украине, фактическим столпом, это сделать невозможно. У нас политикум, он крайне зависим от коррупции до сих пор. Борьба с коррупцией до сих пор носит не то чтобы формальный характер, кое-что удается, но системной работы в этом направлении нет, к сожалению. Она была начата в 2014-2015 году, но с тех пор никаких подвижек толком не произошло. И это вина, ответственность любого политика, который сейчас находится у власти. Это была ответственность Порошенко, когда он находился у власти, сейчас это ответственность Зеленского, всех урядов, которые были за это время. Всех. Они сделали слишком мало для того, чтобы можно было что-то предъявить. Кроме бумажек, кроме отчетов, кроме того, что проделана большая работа. Проделана работа, результатов нет. Это непредъявляемый результат. Если ты помнишь, именно это, кстати, Международный валютный фонд и предъявляет Украине в качестве претензии, что у вас не хватает реформ. А нашим говорят, а у нас НАБУ есть, у нас НАЗК У нас есть. есть, у нас проделана большая работа, но у нас нет результата. А нам говорят, у вас результата нет. Да, но у нас проделана большая работа, и будет еще проделана большая. Но результат мы до сих пор не можем получить, именно потому, что вся система заточена на большую работу, но не заточена на получение результата. Мы пока этого еще не умеем. И до тех пор, пока у нас такая ситуация сохраняется, украинская экономика и даже в значительной степени украинская политика остаются зависимы от более сильных коррупционных систем, от той же кремлевской коррупционной системы. Это тот уровень залежности, который мы преодолеть не можем пока, несмотря на то, что мы формально незалежны, и даже политически какие неприятности делаем Владимиру Владимировичу. Но коррупция – это форма зависимости, которую мы до сих пор не сбросили. И эта зависимость только от Кремля, больше ни от кого. Только. Потому что там коррупционная система сильнее, и она нашу просто... А наши пытаются выстроить более мощную коррупционную систему для того, чтобы на нее Кремль не мог оказать влияние. Это ерунда, это ерунда. Пытался я просто саркастичный комментарием закончить эту историю. Хорошо. Я хотел вернуться к истории о принципиальности, которую, в общем-то, далеко не всегда умеют продемонстрировать те или иные политики. И мне кажется, эта история во многом еще и про тех самых мигрантов, которые Беларусь тысячами гонит, вернее, переправляет сначала к себе в крупные города, в первую очередь Минск, потом гонит, попытается гнать через границу в Европу, в Евросоюз, в первую очередь в Литву и в Польшу. И вот как раз, собственно говоря, тем самым же Лукашенко и его банда демонстрируют, а где же ваши принципы? Где же ваши ценности, где же ваше заявление о том, что нет ничего важнее и ценнее человеческой жизни? Почему вы даете этим людям мерзнуть, где-то там в лесах прозябать? Принимайте их к себе. Почему вы даете нам возможность над ними издеваться? Как вы смеете давать нам возможность над ними издеваться? Мы над ними будем издеваться, чтобы у вас ваша принципиальность начала болеть. Шикарный подход, мне очень нравится. А чего добивается Лукашенко? Он же берет в заложники огромное количество людей. Ведь те люди, которые прилетают туда, они же прилетают не для того, чтобы замерзнуть в конце концов на нейтральной полосе между двумя государствами, не для того, чтобы там какие-нибудь лукашенковские менты или нанятые гопники их камнями закидали. Они платят деньги в обмен на обещание доставить их комфортно в Европу. Не совсем так. Было интервью с одним из сирийцев, который пытался через Беларусь проникнуть в Германию, через Польшу.
Оно было опубликовано на Current Time, его потом много перепубликовывали и цитировали. Там интересная система. Во-первых, это международный бизнес, это не чисто белорусская, не чисто кремлевская технология. Вовлечены в Сирии туристические фирмы, которые оформляют для людей проезд, получают от них деньги и гарантируют им не то, что они попадут в Германию, а то, что они попадут в Минске, их встретят нужные люди, которые помогут им преодолеть границу. Все. На этом их ответственность заканчивается. Там даже этот нужный человек может их не встречать в аэропорту, потому что, мало ли, не сложилось встретить. И человек, прилетевший в Минск, не знает языка, денег нет, понимания ситуации нет, что происходит нет. В какой стороне граница он тоже не очень знает, потому что арабский-то он знает, но со всеми знаками там разобраться может не особенно. Там английский знает уже хорошо, уже можно хоть как-то общаться. А дальше происходит страшное. Дальше ему говорят, а ты сам через границу прись, как хочешь. И он пытается или не пытается. Тот человек, с которым было интервью, ему удалось улететь обратно. Он заплатил $3000, продав чуть ли не все, что у него было, и обездолив свою семью, которая оставалась в Сирии, чтобы прилететь в Минск. Беларусь. Да. И он потом вынужден был возвращаться каким-то образом, я не помню, то ли гуманитарная программа, то ли что-то еще, кто-то ему помог с обратным билетом. Все. Потому что когда он прилетел, он узнал от таких же, как он, что люди реально погибают на границе. Его интервьюер спрашивает, а вы не знали об этом? Ну, об этом же много пишут. Он говорит, у нас считают, что это фейки. Насчет То есть это гибели людей на историям, границе. правдивым историям о том, в какой ситуации оказываются эти люди, там на не Ближнем верят. Востоке не верят. Там настолько плохо в Сирии, там настолько люди устали от того, что происходит. Это война, Асад, все остальное, что они готовы, они не хотят верить, что где-то будут... Может быть хуже. Не просто Или так же. хуже, не просто так же, а вот стоит выйти из этого асадовского пузыря, и там уже... Другое. Там уже другое, там уже все-таки какая-то доброжелательность должна быть. Но в Минске их просто использовали и выкинули. И они этого не ожидают. И вот люди вот с этим летят, уже потерявшие все, уже не имеющие никакой другой перспективы, кроме как вырваться. И все, у них вся надежда только на переход границы. Лукашенко этим пользуется. Он этим пользуется, Кремль этим пользуется, потому что не может быть, чтобы это обходилось без идейной поддержки Владимира Владимировича. Если ты помнишь миграционный кризис, это был один из тезисов пропагандистских, которые раскручивала российская именно машина пропагандистская, телевизионная, на протяжении последних лет, еще до того, как начались события в Белоруссии и когда миграционные потоки пошли через Минск. Кстати, среди этих 28 союзных программ одобренных есть еще и общая концепция миграционной политики союзного государства. Я так понимаю, что, соответственно, да, это вот ответ на вопрос, может ли Путин не знать обо всей этой истории. Скажи мне, пожалуйста, вот эти люди, эти тысячи человек, ставшие заложниками Лукашенко и, скорее всего, и Путина, эти люди из Сирии, из Ирака, откуда-нибудь из Центральной Азии, из Северной Африки, они же инструмент шантажа или инструмент воздействия? Да, просто шантажа. Что хочет с помощью жизни, с помощью благополучия и здоровья этих людей добиться от Европы, от большого коллективного Запада маленький гадкий Лукашенко? Просто показать ему кукиш, там, фигу, сказать, видите, какое вы... Тут матерное слово. Это его форма гибридной войны. Он считает, что Запад на него напал, закрыл границы, лишил там помощи, сказал, что вы не наш. Ах, и раз я не ваш, значит, я буду вам гадить. И он им гадит. Он им просто гадит по-мелкому. Опять же, мелкий помещик. Как он может гадить более благополучным соседям? Вот просто гадит и все. Там мусору навалил, там, не знаю, пустил свой скот где-то пастись в соседнее поместье. Даже не на выпас, а на засеянные поля. Ну, что-то в этом духе. Ну, вот он примерно, он человек вот с такой вот психологией подленького
собственника, которого вот ущемили, и он не может этого простить. То есть там нет какого-то такого закулисного, вы там с меня Там санкции все может снимите быть. Но или что-нибудь еще дайте, а я тогда перестану издеваться над людьми и перестану отправлять их он к это вам. озвучивает? Нет. Точнее, он это озвучивает, но совершенно без всякой, ну, как сказать, четко понимая, что этого не произойдет. Значит, он это озвучивает для внутреннего употребления, для того, чтобы показать, что он таки борется за благополучие своего поместья. Ни черта он не борется, ему уже все равно. Вот он уничтожил в своей стране государственность, фактически. Он сделал так, что в стране нет международно признанного президента, точно так же, как и Путин, захватив Крым, сделал так, что у России нет международно признанных границ. И вот, а дальше и возможности только две. Или дать задний ход, чего не сделает ни Путин, ни Лукашенко, или продолжать давить в этом направлении, хорохорясь, распуская перья, показывая всем кукиши и изображая, что вот я молодец, а вы все негодяи. Ну, это психология мелкого неудачника, который, тем не менее, ему удается оставаться у власти, потому что сил справиться с ним не находится внутри страны. А извне этим никто не будет заморачиваться. Такой тараканище, который подчинил себе все, что мог Ну, подчинить. тараканище, это, кстати, вот как раз про Лукашенко. Это же был образ, который во время избирательной кампании. Да, очень активно использовался, но вот, к сожалению, те люди, которые его выдумывали, те люди, Понимаешь, которые... опять же, твои вопросы, как мне кажется, они продиктованы тем, что ты воспринимаешь его как политика, который думает на будущее, думает о стране, о ее благе. Ничего, с моей точки зрения, этого нет. Мне не кажется, что он Это думает о мелкая благе. шваль. Мне кажется, что у него есть какие-то вот сиюминутные какие-то мысли о том, что было бы выгодно Именно лично сиюминутные. ему, но тем не менее, ведь он же ради личной выгоды мог бы тоже использовать людей. Он же может плевать и на жизни, и на благополучие кого угодно. Так он это и делает. Более того, он этим занимался задолго до 2020 года. Если ты вспомнишь, сколько на нем крови, сколько убитых оппозиционеров, журналистов, вот опять же подчеркнуть разницу между Украиной и Белоруссией. У нас убийство Гангадзе, то, что оно не расследовано, это позорище, конечно, страшное, но как оно повлияло дальше на политическую... И влияет до сих и пор. влияет до сих пор. И убийство журналистов в Беларуси, которых было десятки погибших, в том числе вот первый редактор «Хартии» был просто убит. Просто убит. И это не повлекло за собой никакого особенно такого... Оппозиция, это понятно, что она все знает, и она об этом говорит. Она не устает об этом говорить из-за бугра, из Польши, из Литвы. Но внутри взорвалось только в 2020 году, когда стало уже совершенно невмоготу, и не потому, что Лукашенко угробил страну, а из-за ковида в основном. Из-за того, что он не стал вводить ковидные ограничения, Россия ввела. И куча людей, которые в России работали, этой работы лишились, потому что не могли пересечь границу. И они вернулись в Беларусь без денег и выяснили, что здесь жрать нечего, купить нечего. Ну, по большому счету, не так, как они привыкли, когда приезжаешь с заработком и тратишь, а ты приехал ни с чем, и оказывается, что жить не на что, и работы нет. И предприятия все дотационные, никто ничего такого не производит. Это даже не мой анализ. Я тебе вот сейчас транслирую то, что говорил Александр Федута, который сейчас сидит в Минске, в Кутузке с обвинением в государственной измене. Он это вот вполне публично рассказывал, как с его точки зрения все это происходило. Что кризис-то возник не потому, что Лукашенко надоел, а потому что вдруг внезапно исчезла возможность существовать даже на таком уровне, который Лукашенко как бы гарантировал. Тот самый общественный договор сломался, который при нем действовал. Все, ковид этот общественный договор сломал. Ковид оказался главным революционером в Беларуси. Ну, вот, во всяком случае, Федута считает, что именно так. А как вышло, что, собственно говоря, без ковида оппозиция всегда была вот на стороне, ну, то есть оппозиция всегда была в проигравших? Почему власти удавалось больше четверти века, вопреки преступлениям, вопреки вопиющим там всяким подтасовкам,
не доводить людей до того, чтобы люди вышли и сказали: так, хватит. Ведь не было там какого-нибудь сверхвысокого уровня жизни. А не было каких-нибудь там нефтяных доходов, с помощью которых там Путину удавалось покупать тоже очень долгое время лояльность самых разных слоев населения. Где вот этот вот волшебный какой-то стержень лукашенковского политического долголетия? В В чем? Кремле. В Кремле. Кремль же все оплачивал. Почему, собственно, Александр Григорьевич и стал так зависим экономически от Кремля? Потому что все благополучие его режима оплачивал Кремль все время. Это и дотации, это и налоговые какие-то, и пошлины, и что-то еще. Это и прокачка нефти, это и то, что закрывал глаза Кремль на контрабанду через белорусскую границу, и все остальное. А, Как только деньги заканчиваются, все. Мы же с тобой это уже обсуждали. Это именно кремлевское все. Кремль точно так же покупает собственное население, как и он покупал население Беларуси. Ну, не для себя, а для Лукашенко. Потому что это было выгодно Владимиру Владимировичу. Ну, ему не нужна была еще одна Украина. Да, собственно, и предпосылок для этого-то больших-то не было. Все-таки люди соглашались с тем, чтобы Лукашенко оставался. Это не какие-то там абстрактные, а вот конкретные белорусы, которые, да, продолжали, несмотря на фальсификации, несмотря на все остальное, его терпеть. В какой-то момент перестали терпеть. А оппозиция, она никогда его особенно не терпела. Но достучаться до людей, которые считали, что они в целом живут, в общем, более-менее приемлемо, нельзя. Можно Вот только для тех, которые ощутили, что все, вот идеальный сейчас шторм. закончилось, что да, что вот граница. Если мы сейчас не решим что-то, не изменим серьезно ситуацию, то мы все, пропали. И такая ситуация была в 2020 году. Вот я же говорю, как раз сложился идеальный шторм. Вот появились те люди, которые из-за ковида оказались лишены вот этой вот самой хорошей жизни. Этих людей набралась Нехороший, вот удовлетворительный. Привычного уровня, да. Привычной жизни. Значит, этих людей накопилась некая такая достаточно большая масса, близкая к критической. Кроме того, совершенно очевидно были подделаны, подтасованы выборы. В итоге вот все Они и сложилось. раньше были очевидно подтасованы. Да. Но вот раньше Но тогда это раньше еще это был можно только было... кусок Ну пазла. ладно, пускай он там что-то подтасовывает, лишь бы продолжали платить зарплаты, пенсии, что-то там, вся бюджетная сфера продолжала работать. Там в больницах лечат. А тут вдруг. И в больницах еще и не лечат, Тут вдобавок еще ко и в всему. больницах не лечат. А тут вдруг пандемия. А Александр Григорьевич говорит, все это выдумки, никакой пандемии нет. А он именно так и говорил, если ты помнишь. Когда умирают люди десятками в каких-то вот провинциальных, ну, крупных, но провинциальных городах, не в столичных, а он говорит, что в Минске у нас там несколько случаев. А люди же видят на местах, сколько народу умирают. И вот это противоречие, оно тоже взорвало все, потому что это нормально, когда вымирают люди. Просто вымирают. И это добавило. Плюс то, что я сказал, когда экономическая ситуация сломалась. Когда Россия ввела ограничения на прием рабочей силы из союзных республик. И все. После этого белорусы перестали ездить на стройки в Россию и перестали там зарабатывать. Так почему же этот идеальный шторм? Почему же все эти условия для вот смены режима, для настоящей такой национально-освободительной революции не привели к победе революции? Потому что никто не хотел по-настоящему революции. Никто, это большинство, я имею в виду. Оппозиция это давно об этом говорит и на этом настаивает, что диктатура, что ее необходимо свергать и все остальное. Но вспомни, какого рода были протесты. Никто не говорил о свержении. Все требовали только там пересчета голосов, чего-то еще. Институты в Беларуси подчинены напрямую диктатору. Все государственные институты, они диктаторские. И по-другому работать они не могут. И люди этого, похоже, не понимают. Они по-прежнему повторяют вот эти мантры про «у нас демократия, у нас выборы». У вас нет никакой демократии, у вас нет никаких выборов. Точно так же, как и в России. И, кстати, в Украине демократия крайне недоразвитая. У нас единственное, что работает, точнее, условно работает, это выборы в
части смены верховной власти. Все. Больше у нас никаких демократических институтов фактически нет. Они созданы, но они или разрушены, или недоразвиты. Так вот, в Беларуси ситуация еще хуже. Там вся государственная машина рассчитана на подчинение конкретному одному человеку. Работать без этого человека они не в состоянии. Они так все устроили. И народ этого не просто не понимает, а у них образ Беларуси совершенно другой. Ну, вспомни, как они протестовали. Это был протест не то чтобы обреченный на провал. Он не мог привести к смене каких-то государственных институтов. Он не мог привести к смене, к каким-то глубоким преобразованиям. Он был рассчитан на то, что Лукашенко напугается и сам уйдет. И больше ни на что. Он не напугался и не ушел. То есть, может, он напугался, но он не ушел. Все. Результата нет. И не будет. И все, это... Ну, процесс интересный, запущен там, как тебе сказать, никогда раньше не было такого, чтобы в Беларуси был исполняющий, избранный президент в изгнании, как Тихановская Да, сейчас. да. И это тоже существенная подвижка. Теперь у западных, например, стран, у западных демократий есть с кем говорить по поводу будущего Беларуси, но только говорить. Потому что Тихановская, по-моему, насколько я знаю, до сих пор не создала того, что могло бы стать центром притяжения лояльности для белорусских элит. Теневой кабинет какой-то? Почему теневой? Просто кабинет. Кабинет в изгнании, как у них называется, Совет министров в изгнании. То есть те же самые государственные институты, но в изгнании. То же самое, что в Украине до сих пор не создано в отношении Крыма. У нас есть прокуратура Республики Крым, но не создан ни Совет министров Крыма в изгнании, ни что-то еще. Есть Меджлис, который не является государственной организацией, а является общественной организацией национального самоуправления. Но этого недостаточно. Нам здесь нужно создание органов власти Крыма в изгнании, Крыма и Севастополя. А вот эти вот такого рода органы в изгнании, будь то белорусский или крымский, это скорее символическая история, или они все-таки могут каким-то образом влиять? Ну, представь себе ситуацию, если Тихановская действительно создает из людей, которые сохранили авторитет в Беларуси, но сейчас находятся за рубежом, создает такой кабинет. Возникает центр притяжения лояльности местных элит, которым они понимают, что Лукашенко привел страну уже на край, и уже за край привел. И они бы сменили лояльность от него к кому-то еще. К кому? Не к кому. Просто Тихановская, она ездит, читает лекции, разговаривает с политическими деятелями, но это не центр притяжения лояльности. Она структуры должна создавать, государственные. Но при этом какой-нибудь местный чиновник из какой-нибудь там, никого не хочу обидеть, Гомельской области, он бы рад бы переключить свою лояльность. Но есть же примеры крупных министров, которые перестали быть лукашенковскими. Тот же Павел Латушко, если я ничего не путаю. Да, да. И это не единственный случай. Вот этот чиновник понимает, что единственный для него вариант поменять лояльность – это оставить это место, уехать. Если он думает о будущем страны, о том, что у него есть какая-то перспектива в этом будущем, он, конечно, этого старого маразматика бросит. Старый маразматик найдет 5 желающих занять его место. Это уже не будет иметь значения. Эти 5 желающих уйдут в прошлое вместе с ним, вместе с этим старым маразматиком. А будущее – это вот, условно говоря, Тихановская, если бы она работала как государственный деятель, который создает альтернативную власть в стране. Вот это нужно делать. Вот этого сделано не было, и поэтому все закончилось тем, чем оно закончилось. Закончилось это условно, потому что процесс-то продолжается. Все еще может быть. Еще может... время упущено, но многое еще можно сделать. Я, кстати, вот по поводу времени упущенного много сделать, я разговаривал с одним из наших коллег, который сейчас живет в Варшаве, и я у него спрашивал, а как вот выглядит сейчас иммиграция белорусская, как вот выглядит демократическая именно, не финансовая, не экономическая, а вот демократическая иммиграция, это люди, которые сбежали от репрессий, те люди, которые вынуждены были покинуть родину, не потому что вот за там длинным белорусским рублем поехали, а потому что опасались за жизнь и за свободу. И он говорит, что во многом это похоже на некую такую белоэмигрантскую иммиграцию. Встречаемся в кафе, вспоминаем, былые дни, но при этом
главное отличие, то, что, как ему показалось, как он мне об этом рассказал, то, что белоиммигрантская вся эта тусовка была такая, скорее, тусовка обреченных, которые не очень-то верили в то, что что-то удастся поменять и когда-то удастся вернуться на обновленную родину. А здесь, говорит, у нас тусовка, по крайней мере, пока еще есть ощущение того, что что-то удастся поменять, что-то можно будет сделать. И вот мы как раз пытаемся сейчас, сидя кто в Варшаве, кто в Киеве, кто во Львове, кто где-нибудь в Даньске, пытаемся понять и придумать новую Беларусь и создать какие-то ее контуры, находясь за пределами Беларуси, для того, чтобы потом с помощью этих контуров было понятно, как нам двигать страну в будущее. Вот тот процесс, то различие, которое ты описал, оно чисто этапное. На первом этапе, после революционной эмиграции русская, она пребывала ровно в таком же состоянии. Куча тамошних деятелей были убеждены, что большевики не продержатся у власти там, больше нескольких месяцев, нескольких лет, сколько-то там, а потом все рухнет. Потому что не может же не рухнуть. Вот такая система, выстроенная непонятно на чем. Они не понимали, на чем она выстроена. И только потом началась безнадега уже чуть ли не в следующем поколении. Когда прошло 20 лет, когда стало понятно, что отыгрывать назад уже некуда. Не просто назад отыгрывать, а даже вот не к империи. Даже белое движение, если ты помнишь, оно не было монархическим полностью. Там Деникин, тот же Врангель, они говорили о том, что будет... Они за учредительное собрание это были, а не за восстановление монархии. Восстановление монархии это был вообще выдумка большевиков, что белые все за монархию. Не было там единого монархического. Так что, обречены и белорусы? А если Александр Григорьевич продержится еще 20 лет, извини меня за такое допущение, это маловероятно, но ну хорошо, продержится кто-нибудь из его наследников. Нет, наследники уже не сработают, там другой психотип. Другой психотип. Вот именно речь о нем конкретном, помещике, опять же. Вот этот, который легко, не задумываясь, начинает пороть холопов, он уйдет. А то, что произойдет дальше, мы пока не можем прогнозировать, потому что, опять же, вся система выстроена под него. Система останется неуправляемой. Во что она превратится, неизвестно. Щелкнули в Румынии Чаушеску. Система рухнула. Там постреляли с крыш, помнишь? Да. Расстреляли самого Чаушеску. Расстреляли Чаушеску, и система рухнула. Произойдет так в Беларуси, я не знаю. Куда пойдет все это? Закончится все это вторжением прямым уже кремлевских войск для того, чтобы восстановить конституционный порядок с каким-нибудь уже ставленником Кремля. Это, по-моему, самое естественное предположение, естественный сценарий. Он противоестественный по сути, но он естественный по логике. Путин не захочет терять контроль над территорией из-за того, что у него помер какой-то наместник. Не захочет. Опять же, все сводится к тому, что поддержка Кремля. И пока Кремль остается в силе, пока Владимир Владимирович остается в силе, никаких перемен для Беларуси я не ожидаю. Она перестала быть независимым государством фактически. Все. Она не аннексирована формально, но она аннексирована по сути. Как государственное образование. Она аннексирована экономически. Она политически полностью зависима от Кремля. О чем мы говорим? Какие демократические преобразования? Есть Лукашенко, нет Лукашенко, пока все это управляется из Москвы. То есть если Лукашенко не удастся пережить Путина, то наиболее вероятным сценарием развития событий будет и военная оккупация. Да, прямая военная оккупация может быть, как в Афганистане. Конечно, не с такими жертвами и потерями, но по просьбе правительства Братской республики будут введены российские войска. Учитывая, что они там уже присутствуют давно, и базы, и противовоздушная оборона, и танки, и все остальное, много времени это не займет, и даже дорого это очень не будет. Надеюсь, что все-таки все обойдется. Я надеюсь, что все эти люди сами по себе уйдут в прошлое, не прихватив никого из хороших людей.
Но, тем не менее, наблюдаем за происходящим вокруг. Благодарю своего сегодняшнего гостя. Напомню, журналист Сергей Бережной был сегодня в программе «Прайм Моцарский». На этом прощаемся. Всего хорошего. Счастливо. Спасибо, всего доброго.